Нерабочая неделя объявлена в России с 30 октября по 7 ноября. Власти объявляют, что главное сейчас сбить пик новой волны коронавируса. Как отреагирует бизнес? Достаточно ли меры поддержки от государства? Обсудим это прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью. Как вы оцениваете ситуацию сейчас и с каким настроением бизнес, в частности фитнес-индустрия, входит в новую нерабочую неделю? С достаточно сложным настроением, поскольку в части регионов сейчас уже объявлены локдауны. На вчерашний день это было 10 регионов. Сейчас у меня в региональном чате регионы добавляются. Я подозреваю, сейчас 13 или 14, в которых объявлены нерабочие дни, когда фитнес-клубы будут закрыты. И порядка 44 регионов, в которых работа по QR-кодам в фитнес-индустрии. Для бизнеса в отрасли это очень сложно, потому что и в первом, и во втором случае трафик падает очень сильно. Все, что касается локдауна прямого, то трафик падает практически на 100%, поскольку все закрыто. Если QR, наш опыт работы по QR-кодам показывает, что трафик людей, приходящих в фитнес-клубы, падает на 80-90%, и примерно на те же размеры падает выручка. Если мы говорим о том, что государство готово оказывать меры поддержки, уже часть из них объявлены, да, то как на них смотрит бизнес? Сейчас две ключевых меры поддержки, которые объявлены на федеральном уровне. Это один МРОТ на человека. И вторая мера – это ФОТ 3.0, когда возможность взять кредит на выплату заработной платы. И та, и другая мера показали себя неплохо в первый локдаун. Вопрос просто в том, что один МРОТ – это достаточно маленький объем денег, это федеральный МРОТ, это чуть больше 12 тысяч. Соответственно, это не очень разумный объем денег относительно того, сколько люди зарабатывают и как люди на эти деньги смогут жить. Кроме того, надо понимать, что если этот грант в размере МРОТ будет направлен на заработную плату сотрудникам, то предприятию придется заплатить с этого порядка 30%. Соответственно, человек на руки получит не 12, а около 8. Это еще больше усугубляет ситуацию, поэтому нам кажется, что такого рода грантов и субсидий для поддержания людей в закрытых бизнесах недостаточно. Что касается ФОТ 3.0, то насколько я знаю, что сейчас несколько расширяется объем его действий, и там были серьезные ограничения, связанные с тем, что вот вторую волну вот этих кредитов может получить только предприятие, которое получало ФОТ 2.0. Сейчас эта история изменена. Если у вас изменен АКВЭД, то вы можете войти в эту программу ФОТ 3.0. Это хорошо, но это все равно кредит. Но изменение АКВЭДов – это тоже такая сложная история. Это достаточно сложная история. Вот я просто вчера была на совещании у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, у Андрея Ремовича Белоусова. И, собственно, вот эти меры, они пока еще, насколько я понимаю, не опубличены, но они как раз в изменении вот этого постановления и произведены. И там добавлены АКВЭДы. Фитнес был в этой программе, к счастью. Но там не было, например, бьюти. И бьюти сейчас добавлено, и это хороший показатель. Но я хочу сказать главное, что это кредиты. Кредиты – это будущие доходы. То есть это фактически расчет на то, что предприятие выживет, сохранит 90% своих сотрудников, не увольняя их, и потом будет выплачивать эти деньги. Да, с маленьким процентом, но тем не менее это все равно и выплата тела кредита, и выплата процентов. В связи с этим, есть ли какая-то позиция у фитнес-индустрии и какие предложения озвучиваете вы? Для нас очень важно, чтобы часть мер поддержки, понятно, что федеральное субсидирование, вот оно обозначено, что часть мер поддержки в виде субсидий или грантов было на уровне регионов. Это очень важно, эти деньги пойдут на заработную плату сотрудникам. Заработная плата в фитнесе составляет 45-50% расходной части, это очень много, и компенсировать эту историю нужно. Второй момент, который нам кажется чрезвычайно важным, и локдаун 2020 года нам это показал, аренда и договоренности с арендодателями. Это очень сложный, непростой процесс. Порядка 90% отрасли находится на коммерческих арендных площадях. Между собой договариваются два бизнесмена.
Ни один не уступает с точки зрения того, чтобы уменьшить арендную плату, ни другой, потому что не может в этих условиях существовать. Если бизнес закрыт, то аренду платить не с чего. Поэтому я считаю, что в этот вот диалог должно вступить государство на уровне региона и попытаться сформулировать какие-то гранты или поддержку для арендодателей, которые дают возможности скидки арендаторам. И тогда вот этот тройственный союз может заработать. Это возможно? Эти прецеденты были. Этот прецедент был в Башкирии, и этот прецедент был в Москве в 2020 году. Это работало, и я надеюсь, что такого рода поддержки они позволят арендаторам и арендодателям договориться и позволят фитнес-клубам не выходить с площадей и не разоряться. С точки зрения опыта Башкортостана по переживанию пандемии коронавируса и поддержки бизнеса, да, какие еще вы могли бы отметить практики? Знаете, наверное, очень важным будет возможность, это, наверное, тоже не региональный уровень, а федеральный, прощение налоговых каникул на 4-й квартал 2021 года. Он для всех будет непростым, поэтому это, конечно, очень важно. Что касается региональных мер, я думаю, что тут было бы важно поработать с коммуналкой и попытаться дать какие-то субсидии на коммунальные платежи, потому что это тоже огромная часть расходов фитнес-клуба. Кроме того, мы понимаем, что средства индивидуальной защиты, которые тоже стоят немаленьких денег в расходной части фитнес-клуба, это тоже могла бы быть субсидия, которая бы помогла отрасли. Расскажите, пожалуйста, про визит в Уфу, да, какие встречи запланированы, договоренности, может быть, уже? Да, я сегодня прилетела на один день для того, чтобы поучаствовать в общественном совете уполномоченного по республике, для того, чтобы понять, что происходит с отраслью, для того, чтобы... Бизнес-омбудсмена? Да, для того, чтобы обсудить меры поддержки и обсудить ситуацию в фитнес-индустрии. Мы уже повстречались, вычленили какой-то объем мер поддержки, обозначили, приняли решение, что с большой долей вероятности одна проблема, которая в фитнесе сейчас серьезно существует, это контроль QR-кодов проверяющими органами. Когда проверяющий приходит, он должен наблюдать, что человек предъявил QR-код и предъявил там ID, ну, идентификатор личности. Неважно, в какой форме, права, паспорт. Такого рода в фитнесе не происходит. Потому что в фитнесе клубная система, которая подразумевает, что ты заведен в базу как клиент, и первый раз предъявив QR-код, тебе этот QR-код там в качестве галки вешают, и администратор ресепшн совершенно точно понимает, что этот человек имеет QR-код. Ну, потому что он там, на протяжении какого-то промежутка времени, как минимум полугода, никуда не девается. Вот. И в результате получается, что проверяющий не видит этого и выписывает предписание. И вот на встрече с омбудсменом по республике мы приняли решение разработать некие методические рекомендации для проверяющих органов, чтобы они понимали, как работает отрасль, и не штрафовали за это. Как быстро может заработать вот это нововведение? Мы его разработаем в течение пары-тройки дней. Самая большая проблема будет донести его до властей региона, для того, чтобы это спустили всем проверяющим органам. Может ли этот опыт масштабирован на всю страну? Это очень важный вопрос, потому что я считаю, что если мы сделаем этот кейс на республике, то его точно можно будет масштабировать, потому что проблемы одинаковые у всех. Мы сейчас понимаем, что пандемия, она пока никуда не уходит, коронавирус остается с нами, и он корректирует всю нашу жизнь, в том числе и у бизнеса. Да? Какие долгосрочные последствия ожидаете и какие действия предпринимаются сейчас, чтобы смягчить удар на долгую перспективу? Знаете, сейчас, наверное, ключевой момент это в том, чтобы помочь игрокам выжить. И это краткосрочные меры поддержки. Конечно, да, и от федерального правительства. Далеко не смотрят. И, знаете, наверное, смотрят. Вопрос просто в том, что, например, из тех мер поддержки, которые мы понимаем, из тех мер возможностей развития отрасли, которые можно смотреть в долгосрочную перспективу, это, вы, наверное, слышали о налоговом вычете для людей, для граждан. Вот нам кажется, что принятие налогового вычета для предприятий, то есть когда работодатель покупает членство своим сотрудникам, и это вычитается из его расходов и уменьшает его налогооблагаемую базу, будет стимулировать работодателя к тому, чтобы его сотрудники занимались спортом, физкультурой и спортом. Это один момент, который очень важен, но это изменение налогового кодекса Российской Федерации. И это
там, серьезная мера, которая нам должна помочь. С точки зрения еще одной достаточно серьезной стратегической меры, это введение невозвратных, очень дешевых абонементов. Так работают многие отрасли, так работает авиаотрасль, так работает туризм, так работает весь западный рынок фитнеса. И подобного рода вещи позволят людям дешево заниматься фитнесом в комфортных условиях. Цена вопроса дешево, вы говорите? Это, конечно, все по-разному, но это точно совершенно дешевле, чем сейчас, потому что рынок будет корректироваться. Это, с одной стороны, выгода для человека, для гражданина, для потребителя. С другой стороны, это выгода для государства. Мы же знаем все национальные цели Российской Федерации. К 2030 году 70% граждан страны должны заниматься физкультурой и спортом. Это решает эту проблему, потому что интегрирует сразу большое количество людей в фитнес-индустрию и в спортивно-оздоровительную отрасль в целом. И это помогает стабилизировать отрасль фитнес-индустрии и бизнес в отрасли. То есть это такая тройственная история, которая позволяет решать эти задачи. Ольга Юрьевна, еще такой вопрос. Вот фитнес-индустрия – это один голос из многочисленного бизнеса, да, видов бизнеса. Да? С кем вы кооперируетесь, чтобы голос был услышан, и сложно ли достучаться до государства? Сейчас основная кооперация – это отрасли услуг, так называемые человекоемкие отрасли. Это рестораторы, это детское развлечение, это все туризм, это ивенты, то есть это огромный пул. Но вообще понимание в сфере есть. Это договоренность. На самом деле это не просто понимание возникло уже давно, а возникают договоренности коалиции отраслей услуг, которым гораздо проще, объединившись, достигать общих фактически целей. Вот мне кажется, что это та тенденция, которая сейчас существует и которая точно совершенно выстрелит, потому что голос гораздо сложнее, тут вы правы. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.